Переведено и озвучено каналом Аль-Атисам. Действительно ли мы не можем делать ничего, кроме дуа? Что именно мы можем делать, а что нет? И кто конкретно эти мы? Чтобы узнать, можем ли мы все-таки что-то сделать, послушайте, что говорит израильский писатель Рон Кофман. Мухаммад ад-Дейф, полуслепой палестинский командир с ампутированными конечностями, очень тщательно спланировал эту войну и подтолкнул нас к хаосу, который может продолжаться до 50 лет, захватив 20 поселений и 11 военных баз. И даже если нам удастся заполучить трупы командиров Хамаса, которые находятся снаружи, и тех, которые сейчас пребывают в туннелях Газы, то катастрофа, которая случилась в приграничных районах, не будет забыта. Так его слова перевел доктор Салих Ниами, который оставил ссылку на его статью в своем аккаунте. Все, кто относит себя к исламу, ничего не могут сделать? Конечно же могут. У каждого из нас есть непосредственные возможности и способности, а также возможности и способности, которые можно приобрести. И ответственность каждого из нас оценивается в зависимости от наших нынешних возможностей и тех, которые мы можем заполучить. Есть те, кто могут полноценно военным путем помочь жителям Газы, сняв с них блокаду. Достаточно ли таким людям просто делать за них дуа? Конечно же нет. И если они просто будут делать дуа, то это будет отвержено, а кровь людей Газы станет для них проклятием. Каждый час, в который наши люди в Газе умирают от голода, жажды, болезней или ожогов от фосфорных бомб, будет проклятием для тех людей, если они будут пассивны и не помогут людям Газы. И что тогда сказать о ситуации, когда они будут участвовать в убийствах, обличая их совершение, координируя, ведя осаду Газы и тому подобное? Хорошо. А что насчет того, кто не может полноценно помочь Газе? Достаточно ли ему делать дуа? Нет. Его задача призывать других людей помочь Газе и отречься от тех, кто может это сделать, но не делает. Не лицемерить перед ними, а заставить их почувствовать стыд и ненависть ради Аллаха. Те, кто имеет возможность полноценно помочь Газе, но не помогает, а вместо этого участвует в их притеснении и осаде, эти люди не с другой планеты. У них есть отцы, братья, сыновья, друзья, жены, которые обязаны закричать на них, чтобы те сделали то, что должны, а не бойкотировали наших братьев. Наша главная беда, уважаемые братья и сестры, наша главная беда как уммы находится в серой зоне. В тех людях, которые молятся и держат пост, но в то же время именно они причина того, что продолжается наше унижение и поклонение международному порядку. Они не говорят прямо о том, что враждуют с исламом и мусульманами, но также они не помогают нам в таких ситуациях, как нынешняя. Они не из нас, и также не из нас те, кто оправдывает их или лицемерит. Ни одно дуа таких людей не будет считаться похвальным. Все мы должны требовать, чтобы нашим людям в Газе была оказана настоящая помощь. Нашим людям, которые стерли с нас позор, продолжающийся десятки лет. Нашим людям, которые исцелили наши груди и оживили в нас понятия славы, могущества и достоинства, разбили идолы международного порядка и жалкого сионистского образования, которое ему следует. Нашим людям, которые преподнесли нашим детям урок вероубеждения. И если бы не их героизм, можно было бы опасаться, что наши дети решат, что кафиров никто не может одолеть, что они находятся вне зоны компетенции Аллаха, и да упасет Аллах от подобного. Наши люди помогли Аль-Аксе, находясь под блокадой. Наши люди в Газе оказали нам и нашим детям такую услугу, которая никогда не забудется. Они надели на наши шеи это великое благодеяние. И сейчас из-за этого благодеяния, которое они преподнесли нам и нашим детям, их сажают, их сжигают, разрывают их тела на куски. Они голодают, мучаются от жажды и становятся сиротами. Если мы не поддержим их в этой беде всем, чем сможем, это будет предательство с нашей стороны. Это будет низость, подлость и отсутствие верности. Поэтому нужно сделать все, на что мы способны, чтобы полноценно им помочь. После этого, если наши крики и призывы, обращенные к людям, которые имеют возможность им помочь, не принесут результата, то мы должны отречься от тех людей и решить, что же мы можем сделать. Мы не должны делать дуа за наших людей в Газе в то время, как мы лицемерим, молчим или не можем определиться, как относиться к людям, которые предают Газу или участвуют в ее притеснении. Но после того, как мы сделаем все, что было в наших силах, что еще мы можем сделать? Первое, что мы должны сделать, это бояться Аллаха и отказаться от грехов, которые мы сейчас совершаем. Наши грехи – это причина нашего унижения и того, что нами правят наши враги и их прихвостни. Если вы займетесь торговлей, аль-айна, то есть станете продавать товар в кредит и выкупать его обратно за меньшую плату, держаться за коровьи хвосты, довольствоваться земледелием и перестанете вести джихад на пути Аллаха, то Аллах обречет вас на унижение до тех пор, пока вы не вернетесь к вашей религии. Первый грех, который упомянут в этом хадисе, это торговля, аль-айна. И это разновидность ухищрений, напоминающая риба, ростовщичество. И что сказать тогда о явном ростовщичестве, в которое вовлечены многие мусульмане посредством многочисленных банковских сделок с процентами? Воистину, Аллах принимает только от богобоязненных. Прежде чем говорить о дуа,
или любом другом виде помощи нашим братьям, первое, что мы должны сделать, это оставить грехи, чтобы не быть как человек, о котором рассказал наш пророк, салляллаху алейхи вассалям, который поднимает руки к небу: «О Господи, Господи!» Но при этом его пища запретна, харам, питье запретно, одежда запретна, и вскормлен он был запретным. Так как же может прийти ответ на его мольбу? Как же ему будет отвечено? Его дуа в пустыне, если сам он погружен в харам и пожирание запретного. Первое, что надо сделать, чтобы каждый взглянул на то запретное, что он совершает, и к которому у него уже притупились чувства, и избавиться от этого харама. Затем, если он снова впал в запретное, пусть не теряет надежды и снова покается. Если он оступится, пусть вновь встанет. Это будет настоящей помощью своей душе, а затем людям Газы. После этого требуется делать дуа. И дуа нельзя недооценивать. Не думай, что на твою дуа не будет ответа, если ты на самом деле не можешь полноценно помочь. Я считаю, что в этой удивительной, пронзительной, потрясающей военной операции, которая произошла в прошлую субботу, было много благодати от дуа. На дуа праведных людей приходит ответ. Также требуется показать свою солидарность и поддержку жителей Газы. Братья мои, ни в коем случае не пренебрегайте этим. Если бы мусульмане не поддержали людей Газы, если бы так сильно не радовались их победам, и такую радость нельзя взять под контроль, то эта поддержка и солидарность стала бы считаться преступлением у каждого, кто ее проявляет. Ее бы считали проявлением терроризма. Но сейчас, как они смогут преследовать всех нас? Если бы в мусульманских странах люди проявили солидарность с сионистским образованием и подпевали тем, кто призывает сравнять Газу и ее жителей с землей, то ее жители умирали бы в тишине, молча проглатывая наказание за то, что они сделали, в то время как исламские народы молчали бы и не двигались. Тогда дети мусульман выросли бы в таком искаженном состоянии и тоже проявляли бы солидарность с сионистами, считая, что их мусульманские братья – это ничто. То, как смело вы поддерживаете наших братьев с позволения Аллаха, не даст нам прийти к такому плачевному состоянию. Если вы показываете свою поддержку хотя бы на словах, это оставит после себя большой след, который нельзя недооценивать. Также ты можешь поддержать своих братьев в Газе путем повышения осведомленности людей, показывая истинное положение дел и то, чему они подвергались все прошлые годы. Наши дети этого не видели, и другие нации подвергаются дезинформации, поскольку их правители откровенно врут, заявляя, что видели сионистских детей, головы которых отрезали отряды Аль-Кассама. Неуклюжая поддержка сионистского образования со стороны Запада, их преступные заявления, в которых они побуждают стереть Газу с лица земли, все это им нужно, чтобы ввести в заблуждение свои народы и обдурить их. А ты противодействуй этой дезинформации и разъясняй тем народам, как сильно они одурачены. Есть 2 отличных видео на канале Geopolitical Economy Report, которые показывают то, что происходит с Газой, и как СМИ искажали факты. Мы оставим ссылки на них в описании видео, иншаллах. Хорошо. Но разве проблема западных народов только в дезинформации со стороны СМИ? Конечно, нет. Многие из них, даже если узнают все факты, все равно будут выступать против ислама и мусульман. Но с другой стороны, будут и те, кто изменит свою позицию или засомневается, если узнает правду. Нужно внести раскол в их ряды, чтобы они не были все вместе против нас. Также ты можешь помочь своим людям в Газе тем, что привяжешь эти события к принципу аль-валя валь-бара, дружбы и непричастности, у мусульман, и укрепишь их убежденность в истинности шариата их Господа, Азза ва Джаль, в том, что без шариата не будет истины и не будет справедливости, которая бы охватила эту землю, чтобы люди отказались от всех западных помоек и так называемого ООН в его гендерных вопросах и правах женщин, в феминизме и религии гуманизма. Многие показывают солидарность со своими братьями, гневаются из-за заговора кафиров против них, а затем, где-то через месяц, снова начинают сомневаться в справедливости ислама, который установил джихад для того, чтобы слово Аллаха было превыше всего, и стесняются некоторых исламских законоположений, таких как рабство или джизья, которые не соответствуют религии гуманизма. Они не связывают одно с другим и не понимают, что исламские законоположения пришли для того, чтобы весь мир охватила истина и справедливость, для того, чтобы предотвратить те преступления на земле, которые мы сейчас видим. Использовать текущие события для того, чтобы укрепить убеждения у нас и у наших детей, очень важно. И во всем этом важно долготерпение. Кратковременные порывы не принесут никакой пользы. Наши братья в Газе преподали нам незабываемый урок о важности долгой и терпеливой работы. Они упорно работали годами. Никто о них не знал. Они не собирали лайки и не снимались на камеру. Они не поднимали шумиху. Они потихоньку, по каплям собирали воду за плотиной. И когда пришло время, плотина разрушилась, и начался Туфан аль-Акса. Настоящий потоп в полном смысле этого слова. Мы должны усвоить этот урок и работать планомерно и терпеливо. Но, брат, о чем ты говоришь? Какое еще долготерпение? Наши братья умирают, и необходимо что-то сделать как можно скорее. Вернись к тому, что мы сказали в самом начале.
Тот, кто может оказать им полноценную помощь и не сделает этого сразу же, тот предатель. Он предал Аллаха, его посланника, ислам и мусульман. Необходимо выразить нашу непричастность к нему. Если же ты не можешь оказать им полноценную помощь, ты что, впадешь в отчаяние? Ты будешь сокрушен? Нет. Это то, чего хотят твои враги – запугать тебя и сломить. Они хотят превратить твою радость от победы в печаль и разочарование. От тебя же требуется превратить свою боль в продолжительное пробуждение и бдительность, в планомерную работу в ожидании возможности полноценно помочь своей душой и имуществом. В хадисе, который привел Муслим, наш пророк, салляллаху алейхи вассалям, сказал: «Тому, кто искренне просил у Аллаха шахаду, тому, кто искренне просил у Аллаха дать ему погибнуть за веру, будет дарована шахада, даже если он и не умрет как шахид». С другой стороны, Всевышний Аллах сказал: «Если бы они желали выступить в поход, то приготовились бы к этому. Однако Аллах не пожелал, чтобы они отправились в поход, и задержал их. Им было сказано: отсиживайтесь вместе с теми, кто остался отсиживаться». Просим Аллаха проявить свою доброту к нашим людям в Газе и даровать нам честь и полноценно помочь им.